Меня зовут Джозеф. У меня два вопроса. Первый. Почему мусульманам разрешается жениться на 4 женщинах? И второй вопрос. Как вы можете доказать, что Иисус не был распят? Итак, брат задал 2 вопроса. Кстати, ты христианин? Да, так точно. Брат задал 2 вопроса. Почему ислам разрешает мужчинам иметь 4 жены? То есть мусульманину разрешено брать в жены более одной женщины? И второй вопрос. Что является доказательством того, что Иисус, мир ему, не был распят? Коран — это единственное писание на свете, которое призывает жениться на одной женщине. Возьмите Библию, Рамаяну, Брахму, Веду. Ни одно религиозное писание не советует нам жениться на одной женщине, кроме Корана. Возьмите, к примеру, Рамаян, индуистское писание, в котором приводится, что у отца Ширама было более одной жены. Почитайте Махабарат. Сколько жен было у Шри Кришны? 4? 10? 1000? 10 тысяч? 16 108 жен. Если Шри Кришна мог позволить себе 16 108 жен, то почему мусульманин не может позволить себе не более 4? Почитайте Ветхий Завет, в котором говорится, что у Соломона, мир ему, было 700 жен. У Авраама, мир ему, было 3 жены. Таким образом, Ветхий Завет разрешает неограниченное количество жен. То же самое и в Новом Завете, который в свою очередь призывает следовать Ветхому Завету. В индуизме, в христианстве, в иудаизме разрешается брать в жены неограниченное количество женщин. Только позже церковь ограничила количество, дозволив христианам вступать в брак лишь с одной женщиной. А еще позже раввин Гершом бен Ехуда стал первым, кто запретил многоженство для евреев. До этого для них не было никаких ограничений, и они брали в жены сколько хотели. Только в 1954 году в Уголовный кодекс Индии была внесена специальная поправка в виде закона о браке, в котором говорится, что индусы имеют право заключать брак лишь с одной женщиной. Однако в религиозных писаниях нет никаких ограничений. Давайте проанализируем, что же говорится в Коране. В суре Ан-Ниса, в 4 главе, в 3 аяте Коран говорит: «Женитесь на женщинах, которые нравятся вам, на 2, 3, 4. Если же вы боитесь, что будете несправедливы, то довольствуйтесь одной женой». Данное утверждение, а именно, если вы боитесь, что будете несправедливы, то довольствуйтесь одной женой, приводится только в Коране и ни в одном другом религиозном писании. А теперь давайте посмотрим, почему Коран разрешает мусульманину брать в жены до 4 женщин и не более. Причина в том, что от природы мужчины и женщины рождаются в равных количественных соотношениях. Но если вы спросите любого педиатра, то он скажет вам, что выживаемость девочек и их резистентность к болезням и инфекциям намного выше, чем у мальчиков. Таким образом, смертность среди мальчиков намного выше, чем среди девочек. Педиатры вам могут подтвердить, что девочек больше мальчиков. По мере развития жизненного цикла случаи смерти, связанные с разводом, с алкоголизмом, наркоманией, ДТП, растут в основном среди населения мужского пола. Следовательно, сегодня женщин в мире стало больше, чем мужчин. В некоторых странах, таких как Индия и Китай, численность женщин меньше в связи с умерщвлением плода женского пола и инфантицидом девочек. Согласно отчетам службы BBC, каждый день в Индии совершается более 1000 абортов в связи с установлением женского пола плода. Умножьте эту цифру на 365, и у вас получится ежегодно более 1 миллиона абортов в Индии, связанных с установлением женского пола плода. Согласно отчетам тамильских государственных медицинских учреждений, каждые 4 из 10 новорожденных девочек в Индии подвергаются умерщвлению. Если же мы положим конец этой дьявольской практике умерщвления плода женского пола, то даже в Индии численность женщин превысит мужчин. Даже в Китае. Стоит нам только прекратить эти бесчестные приемы. Возьмем, к примеру, только США, где численность женщин превышает мужчин на 4,7 миллиона. Возьмем Великобританию, где женщин больше, чем мужчин, на 1,2 миллиона. В Германии женщин на 1,6 миллиона больше, чем мужчин. В России женщин больше на 10,6 миллионов, чем мужчин. Одному Господу известно, насколько женщин больше во всем мире, чем мужчин. А теперь представьте себе, что я согласился с вами, что каждый мужчина может взять в жены только одну женщину. И допустим, что ваша сестра проживает в Америке. Или допустим, что моя сестра проживает в Америке, где рынок, можно сказать, перенасыщен, и каждый мужчина уже нашел себе вторую половину. Но у нас все еще останется 4,5 миллиона женщин, не нашедших себе спутника жизни. И если твоя сестра или же моя сестра окажется одной из 4,5 миллионов женщин, не нашедших себе спутника жизни, то единственным выходом для них остается либо выйти замуж за женатого мужчину, либо стать общественным достоянием.
общественным достоянием. Как это унизительно. Но это самое приличное описание, которое я смог подобрать. Я не могу найти более подходящий термин. Сегодня, согласно статистическим данным, средний американец в среднем имеет 8 разных половых партнерш перед тем, как заключить союз с одной. Содержание любовниц в Америке стало обыденным. 5, 10, 20, 30 – никаких проблем. Но вот только с наличием более одной, совершенно законной жены они смириться никак не могут. Будучи любовницей, женщина лишена своих прав. Она лишена чести, она унижена. А в исламе, когда женщина становится второй женой, она сохраняет свою честь, она получает свои права, она также уважаема. Спросите любую благонравную женщину, кем она предпочла бы быть? Второй женой женатого мужчины или же общественным достоянием? И она, несомненно, выберет первый вариант. Ислам позволил некоторым мужчинам брать в жены больше одной женщины, чтобы защитить благонравие женщины. Давайте перейдем ко второму вопросу, поскольку времени мало. А может ли женщина выйти замуж за 4 мужчин? Брат, ты задаешь встречный вопрос с учетом того, что время ограничено. Теперь ты задаешь третий вопрос. Тебя убедил ответ на первый вопрос? Да, ответ на первый меня убедил. Машаллах, ты убедился. Хорошо. Теперь он спрашивает, может ли женщина быть замужем более чем за одним мужчиной. Но ведь это только усугубит уже затронутую нами проблему. Я имею в виду мусульман. Женщин больше, чем мужчин. Если женщины будут иметь по нескольку мужей, то проблема только усугубится. Это во-первых. Во-вторых, если женщина замужем за одним мужчиной, и у них родится ребенок, то можно легко установить отца и мать этого ребенка. Но если у женщины больше одного мужа, и родится ребенок, можно проверить ДНК. Брат, дай мне закончить. Ты перебиваешь меня. Я же тебя не перебивал, когда ты задавал вопрос. Да или нет? Нет. Ну тогда почему ты перебиваешь? После того, как я закончу, можешь спрашивать. Я по профессии медик, а ты медик? Нет. Я медик, поэтому знаю об анализе ДНК. Мы к этому еще придем. Если у женщины будет больше одного мужа, 2 мужа, например, и у нее родится ребенок, то когда этот ребенок пойдет в школу, в графе данных об отце ему придется внести 2 имени. Он говорит об анализе ДНК. Да, я хорошо знаком с этой темой. Это достаточно новая тема. О каком ДНК-анализе могла идти речь лет 50 назад? Тогда ведь этого не было. Это сравнительно недавнее открытие. И потом она не дает стопроцентный результат, даже если мы согласимся. Но раньше этого не было. Хотя это не единственный довод. Даже если завтра результаты будут с точностью на все 100%, это не единственный довод. Сегодня научные исследования показали, что во время месячного цикла женщина испытывает психологические изменения. Она не может исполнять роль 4 жен. Но мужчины не испытывают таких изменений и вполне могут справиться с ролью нескольких мужей. Научные исследования одновременно показали, что если мужчина ведет половую жизнь с несколькими партнершами, то в этом нет проблем. Но если женщина будет иметь половую связь с несколькими мужчинами, то у нее намного больше шансов стать переносчиком венерических болезней и заразить всех своих партнеров. Поэтому даже с медицинской точки зрения женщине не положено иметь больше одного партнера. Однако с той же медицинской точки зрения мужчина может иметь несколько партнерш.